Правительство боится собственного населения? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую они клоунаду устроили. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. В отличие от других отчетных пресс-конференций госструктур в Таджикистане, брифинг руководства Хатлонской области на юге страны провели без предварительного оповещения о точной дате проведения мероприятия. Кроме того, в этот раз власти решили сами выбрать журналистов, которых бы они хотели видеть на этой встрече. Как выяснилось по итогам пресс-конференции, новоназначенный глава области Давлат Али Саид в тот день 14 февраля и вовсе там не присутствовал. В список неприглашенных журналистов наряду с радио Азади попали и представители других СМИ. Официальный представитель главы области попросил передать свои вопросы через других журналистов. Бахром Миров, сотрудник отдела информации администрации Хатлон, в беседе пояснил такое решение тем, что в зале для проведения пресс-конференции разместить всех желающих журналистов не получится. В тот день отвечать на вопросы журналистов пришел Аманулло Салидмзада, заместитель главы Хатлонской области. Ахмад Ибрахим, главред еженедельника «Пайк», единственный представитель СМИ из Кулябского региона, присутствовавший на брифинге, особо остановился на проблеме отсутствия других коллег. «Почему другие журналисты не были приглашены на пресс-конференцию?» – спросил он. Амануллзада оставил вопрос без ответа. Сайрахмон Назриев, журналист агентства «Азия Плюс», спросил о причинах отсутствия на встрече главы области. Аманулло Салимзада сообщил, что Давлат Али Саид находится в рабочей поездке. Как вы относитесь к такой ситуации? Они назначили пресс-конференцию, когда сами захотели, без предварительного предупреждения. Глава в это время вообще находился непонятно где, ведь они могли составить график так, чтобы он появился. Наверняка это было сделано специально. Еще и пригласили не всех журналистов. Как вам такое? В тот же день, 14 февраля, в социальных сетях были опубликованы фотографии из Вахшского района, что в 18 километрах от административного центра Хатлона, города Бахтара. На фотографиях Давлат Али Саид вместе с группой чиновников позировал на фоне предприятий и домов местных жителей. Некоторые журналисты, раскритиковавшие такое отношение региональных чиновников к представителям прессы, уверены, что таким образом они пытаются избежать неловких вопросов. Кроме того, во многих случаях время проведения пресс-конференции распределено таким образом, что журналистам не остается достаточно времени задать вопросы чиновникам. По словам журналиста Билоли Шамса, те журналисты, которым предоставляется время выступить, чаще всего заранее подготовленные чиновниками работники государственных СМИ. Они пытаются всячески растянуть время, восхваляют чиновников и таким образом не оставляют время коллегам из независимых СМИ. Чиновники боятся некомфортных вопросов, поэтому всячески придумывают пути отхода, считает Шамс. Подобные случаи, как считают многие журналисты, в очередной раз демонстрируют реальное положение дел с доступом к информации и свободе слова в Таджикистане, в то время как сами власти уверены, что обязательные пресс-конференции, проходящие в год 2 раза по приказу президента, содействуют доступу журналистов к чиновникам и информации. Однако многим представителям СМИ все чаще становится сложно добиться полной и правдивой информации по интересующим их вопросам даже на таких личных встречах. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему они так боятся журналистов? Если бы все было хорошо, они делали свою работу как следует, боялись ли они бы их? Как вы думаете, у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.